Первые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии были приняты еще в феврале текущего года. Ряд ограничений, введенных правительством республики, способствовал сохранению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. Всего за период пандемии в Абхазии было выявлено 36 случаев COVID-19. Всего в инфекционный госпиталь было стационировано 37 пациентов. Из них 35 подтвержденных коронавирусом и 2 неподтвержденных по ПЦР-диагностике, но находившихся в тесном контакте с инфицированными больными и имеющими для COVID-19 клинику с симптомами. На сегодняшний день в госпитале находится 9 пациентов, выписано 27 человек, 1 пациент скончался. Тамас Сахнаки также отметил, что за период карантинных мероприятий, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также изделий медицинского назначения получено на сумму более 67 миллионов рублей. После проведения подготовительных работ в Гудаутской больнице будет установлен новый компьютерный томограф. На данный момент в республике 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ковидном центре развернуто 350 коек, 70 из которых в инфекционном корпусе. Задействовано 40 койко-мест в отделении реанимации. Больница обеспечена необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, ДЭС-средствами и с возможностью оказания лечебной помощи в полном объеме, в полном курсе лечения на 700 человек. В течение апреля и мая в работе с ковидными больными были задействованы 183 медицинских сотрудника. 11 июня им будет начислена зарплата в объеме 3 миллионов 223 тысяч рублей. Сумма за проживание и питание граждан, находившихся на изоляции в пансионате Айтар, составила 1 миллион 10 тысяч рублей, из которых обсервационному учреждению перечислено более 367 тысяч. Главный санитарный врач Сухумала Беляева отметила, что сейчас проводится активная работа по дезинфекции тех мест, которые могут быть опасны. За соблюдением санитарно-эпидемиологических норм продолжают следить и в образовательных учреждениях республики. В Абхазском государственном университете к 25 июня смогут частично закрыть семестр. Целый ряд дисциплин, вот так если брать ориентировочные цифры, с учетом того, что до ограничительных мер мы работали 3 недели, плюс дистанционное обучение, плюс вот эти 3 недели сейчас, мы где-то выполняем процентов 50 того учебного плана, который у нас есть. Сейчас возникает следующая сложность, с которой мы сталкиваемся. Начинается период летних практик, производственных, учебных и так далее, и так далее. Эти практики проходят на предприятиях, учреждениях, в том числе и туристической сферы. И, естественно, мы эти практики будем переносить, мы их отменить не можем, но будем переносить на более благоприятный период. Виктор Маланзе также отметил, что в этом году в ВУЗе обязательно состоится прием документов. Что касается сроков, то они будут согласованы с руководством страны. На совещании также обсуждался один из самых острых вопросов – ситуация с открытием границы. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Дауркове сообщил, что в рамках действий отдельного распоряжения оперативного штаба Российской Федерации по просьбе правительства Абхазии было разрешено многократное пересечение границы 105 гражданам республики, которым была необходима медицинская помощь. Там лица, которые вынуждены в неделю 3 раза осуществлять процедуру гемодиализа, это и онкобольные, и другая категория лиц. То есть вот со вчерашнего дня это распоряжение уже вступило в силу. Вот, список мы сегодня передадим руководству службы государственной безопасности для того, чтобы был на абхазской границе также. На заседании рассматривался ряд предложений по поводу послабления или все же снятия ограничительных мер. Премьер-министр Александр Анклав подчеркнул, что несмотря на благополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, граница должна оставаться закрытой. Несомненно одно – граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами. Это мы не будем бюрократизировать, все это будет делаться быстро. И для того, чтобы нам
избежать повторения новых случаев заражения инфекцией. Мероприятия, связанные с проведением тех или иных торжеств, спектаклей, развлекательных, спортивных и других, будут связаны с тем, как мы запишем в будущем документе, как мы сформулируем эти пункты. Они должны быть сформулированы понятно, недвусмысленно, и эти пункты должны быть выполнимы. Это, на мой взгляд, главное. Александр Анкваб отметил, что все предпринимаемые меры направлены на сохранение здоровья граждан. Все, что мы сегодня здесь обсуждали, все, что сделано до этого, все, что сделано будет завтра, направлено на заботу о людях, направлено на то, чтобы не допустить широкого распространения инфекции в стране. И я уверен в том, что наши граждане к этому относятся уважительно. К ограничениям, к трудностям, к ним добавились очень серьезные финансовые трудности. Да, бюджет за 5 месяцев выполнил на достаточно весомую цифру, сумму, в процентах это 97-98% плановые показатели по налоговым поступлениям и так далее. Но это не означает, что в июне будет точно так же. В июне все будет гораздо хуже. У нас есть серьезные опасения, что мы не сможем большому числу работников бюджетной сферы выплатить заработную плату, в том числе и в этом месяце, и в следующем месяце. Это реальность, потому что запреты, остановка экономической деятельности, все это нанесло серьезный ущерб нашим гражданам и бюджету страны, и республиканскому, и консолидированному. Есть проблемы в снабжении лекарствами людей. Вчера вот мы говорили по больным онкологическими заболеваниями. Мы обрекаем людей на другие проблемы, кроме того, что они серьезно больны. Мы им не можем дать вовремя лекарства, потому что огромные долги. И у Абхазфармации, и у соответствующих фондов дано поручение президентам разобраться с этой ситуацией, изыскать возможные и невозможные ресурсы, восполнить это, потому что прерывать лечение такой категории больных людей нельзя. Но у нас проблемы и с другими лекарствами. Абсолютно обоснованных жалоб, претензий, требований очень много. И мы ответственны за это. Мы же не можем остановить работу лечебных учреждений. Мы же не можем остановить операции, в том числе и плановые, тем более неплановые. А у нас есть обязанность пытаться ситуацию улучшить. Что мы и делаем. Вы, как члены штаба, другие наши коллеги в районах, врачи, особо им благодарность в очередной раз, пользуясь возможностью. Сказать, что завтра будет курортный сезон, как вот прошла информация недавно, потом ее замминистра Барциц опроверг, что в августе будет курортный сезон, мы не можем. Мы говорим о другом. Как только будет стабильность и возможность сюда пригласить туристов, отдыхающих, мы это сделаем немедленно. Но в июне это не получится. Посмотрим, что будет в июле. Мы не можем рисковать здоровьем людей. И претензии уже, связанные с этим, я лично не принимаю никакие. По итогам совещания было решено, что с 15 июня продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать не 3 дня в неделю, как было определено ранее, а ежедневно с соблюдением санитарных норм. Кроме того, будет разрешено проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий, однако вне помещений. Консультации по поводу смягчения ограничительных мер будут продолжены 12 июня. До 14 июня Координационный штаб по защите населения от коронавируса представит проект распоряжения об изменении характера ограничительных мер на рассмотрение президента страны. Кугуса Вардани, Нал Гухава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.